Лезгинка на гармошке. На Кавказе этот народный инструмент популярен в основном среди женщин. Мужчины со слабым полом даже не рискуют соревноваться. Скорее всего, сложившихся стереотипов. Согласно одному из них, гармонистки гораздо способнее гармонистов. Руслан Гусаров послушал и сравнил. С этой большой сумкой в руках гармонистка Фирдойс Илиева спешит на очередную репетицию детского ансамбля песни и танца «Таргим». Без Фирдойс репетиция будет скомкана. Ведь очень скучно и неинтересно танцевать лезгинку без знаменитой кавказской гармошки. И уж тем более петь без нее. Этнографы считают, что гармонь стала широко проникать на Кавказ примерно в середине 19 века. В основном через русских офицеров, чиновников и путешественников. Достаточно быстро гармошка вытеснила традиционные струнные инструменты суровых горцев, на которых, кстати, играли исключительно мужчины. Для мужчины играть на гармошке, его форма, его техника считалась недостойным. И мужчины избегали трогать, что это чисто сугубо женский инструмент. Особенно ярко матриархат кавказской гармошки проявляется сегодня в Ингушетии и в Северной Осетии. Два разноязычных народа-соседа в этом вопросе похожи друг на друга, как две капли воды. В обеих республиках на концертах, свадьбах и вечеринках на гармошке, а также на аккордеоне играют, как правило, женщины. Очень редко, когда мужчина играл. И как-то этого мужчину считали, что он даже не совсем настоящий мужчина. Это не мужское дело быть шутом. Мужчина должен быть всегда быть мужчина и на своем месте. Как ни странно, но считается, что именно женские руки и пальцы могут по-настоящему зажечь настоящую лезгинку, что на гармошке, кстати, технически весьма непросто. Сложность в техническом исполнении. В техническом. Заслуженная артистка России и Северной Осетии Сима Ревазова от концертной практики и преподавания гармоники отказалась уже давно. Но любимый инструмент, конечно же, всегда рядом. И в грусти, и в радости. Для друзей, соседей, для любимого мужа Сулеймана, с которым Сима живет уже 57 лет. Сима, но ведь это же не просто разжимать, сжимать, опять разжимать на протяжении целого произведения. Не устаете? Может быть, это мужчинам надо этим инструментом пользоваться? Ну, это мужчины пусть тоже играют, но женщины играют лучше. Вот так. Пусть они знают. Гармонистки Осетии и Ингушетии твердо уверены, что лучшее проникновение них, мелодии Родины, души и сердца не сыграет ни один мужчина. И кавказские мужчины с этим особо не спорят. Они тоже знают, что лучшую лезгинку на гармошке им сыграет, конечно же, женщина. И не только лезгинку. Руслан Гусаров, Игорь Малышев, Заурбек Плиев, Чермен Макиев и Тимур Гусаров. Северокавказский центр НТВ. Ингушетия, Северная Осетия.